Возможность сдать ртуть, содержащие отходы, у ухтинцев появилась впервые. Так что в передвижную химико-радиологическую лабораторию горожане шли активно. Несли энергосберегающие и люминесцентные лампы, отработанные термометры и другие приборы, которые содержат опасный жидкий металл. Уже через 2 часа спецмашина была переполнена. Вообще я не выбрасывал вот эти лампы, потому что я знаю, что это потом в конце концов в речку попадет, еще куда-то. Очень важное мероприятие, потому что мы все время говорим, что нужно охранять родную природу, а за словами должны следовать и поступки. Отметим, что сдают такие отходы, соблюдая особые условия. Лампы приносят непременно в заводской или другой твердой упаковке. Как говорят эксперты, без специальных процедур утилизации лампы могут нанести большой вред экологии. Лампы отработанные, термометры отработанные, отходы относятся к 1 классу опасности. То есть это чрезвычайно опасные отходы для окружающей среды, после которых окружающая среда у нас не имеет периода восстановления. Соответственно, плюс ко всему вышесказанному, ртуть имеет свойство накапливаться, то есть она может накапливаться в грунтовых водах, она может накапливаться в почве. Ну, соответственно, наносит вред организму людей, животных и так далее и тому подобное. Сыктывкарцы, в отличие от ухтинцев, к экомобилю уже привыкли. Мэрия столицы совместно с управлением противопожарной службы акции по сбору опасных отходов проводит регулярно. Если в 2015 году мы собрали около 1500 штук таких вот опасных отходов, в 2016 году уже 4000. Ну и вот в этом году, в 2017 году, уже это 3-й этап работы экомобиля. Тоже уже мы видим по журналу регистрации, что уже намного больше. То есть есть интерес населения, население узнает об этой акции и уже активно участвует в ней. Первый раз даю. Были лампы, которые не нужны мне, поэтому приехал, посмотрел по интернету и приехал сюда для того, чтобы их сдать. С семьей уже несколько лет сдаем. Вот как начал работать мобильный пункт, с того времени каждый год, каждую весну, осень сдаем ртутные лампочки, разбитые градусники. Частенько у нас появляется из-за маленьких детей, поэтому несем сюда. Мы понимаем, что и ртутные лампочки, и градусники – это все вредно для окружающей среды, и нужно правильно утилизировать. Места и время работы экомобиля можно узнать на сайте столичной администрации. Отметим, что помимо ртуть содержащих отходов, жители Сыктывкара вскоре смогут сдавать и другой опасный мусор – отработанные батарейки. Сергей Туркин, Виктория Науменко, Алексей Паршуков, Олег Белькеев. Телеканал Юрган, Сыктывкар, Ухта.